Неожиданная сейчас, конечно, фраза будет, но внимание. Если ты должник, получи что? СМС. Министерство юстиции запустило новый проект, который поможет белорусам узнавать и погашать задолженности как можно быстрее. Подробнее о нем нам расскажут гости. Главный судебный исполнитель, надо выпрямиться, главный судебный исполнитель Республики Беларусь Дмитрий Коваленко и консультант Главного управления принудительного исполнения Юлиан Мисюкевич. Здравствуйте. Доброе утро. Надежда, штрафы ищутся какие-нибудь? Ты знаешь, я надеюсь, что нет, но, как оказывается, если ты должник, получи СМС. Это такая новая функция. Расскажите ее суть, когда она появилась или когда появится. Она уже появилась, действительно. Была запущена буквально недавно, пару дней назад. Вот так. Да, Министерство юстиции активно использует информационные технологии, вовлекает ее в жизнь не только граждан, но и, собственно говоря, органов принудительного исполнения. Безусловно, это удобный, на наш взгляд, способ информирования должников о наличии задолженности. Ну а в совокупности с иными способами погашения задолженности, это посредством ЕРИП, позволяет, в общем-то, не обращаться в органы принудительного исполнения самим должникам, не приезжать, не тратить драгоценное время. А как это работает? Это какая-то централизованная система рассылки? Или Юлиан всем сидит, привет, спишь, что делаешь, у тебя штраф, как это работает? После возбуждения исполнительного производства должнику направляется СМС-сообщение с текстом «Возбуждено исполнительное производство, смотри реестр задолженности». Либо у вас задолженность, опять же, обращайся к реестру задолженности. При переходе по ссылке, указанной в СМС-сообщении, в онлайн-режиме гражданин может получить информацию о задолженности. Онлайн-режим этот получается таким образом, что должник обращается к реестру задолженности, расположенному на портале Министерства юстиции. Так. То есть этот реестр задолженности содержит информацию, к примеру, о сумме задолженности, о виде ее. К примеру, это может быть административный штраф, либо задолженность по коммунальным платежам. Ну и, что немаловажно, тоже, да, безусловно, да, что немаловажно, есть информация контактная об органе принудительного исполнения, где на исполнении находится исполнительное производство. То есть человек может не знать, что он где-то что-то нарушил, что-то сделал, приходит сообщение, и он узнает. Да, альтернативный вариант, кстати, получения информации есть. У нас создан так называемая справочная информационная служба, называется контакт-центр органов принудительного исполнения. Обратившись туда, операторы наши с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы в пределах компетенции органов принудительного исполнения. Работает он с 9 до 18, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. А как же вот сами бумаги, письма счастья, вот эти, что мы теперь не будем наблюдать в почтовом ящике? Ну, что касается писем счастья, так называемого простонародье, да, это в основном за нарушение скоростного режима, конечно же, они будут приходить в таком же режиме. Что касается органов принудительного исполнения, конечно, в бумажном виде постановления о возбуждении исполнительного производства аналогичным способом тоже будут приходить посредством почты. Но я думаю, что внедрение именно СМС-рассылки о возбуждении исполнительного производства, о наличии задолженности, оно в большей степени, наверное, направлено на оперативность получения этой информации и получение отклика со стороны должников к органам принудительного исполнения. В общем, не вместо, а вместе, как принято говорить. И какие еще? Наверняка, чтобы и там получилось, и здесь получилось. Ну, спасибо, что объяснила нам, Надежда. А Я сама себе объяснила, что... Смотри, я уже 2 раза сказал, какие еще. Какие Третий еще? раз скажу. А какие еще новые методы применяются в работе? Ну, мы, конечно же, останавливаться на достигнутом не будем. Конечно же, будет расширяться и формат этих СМС-сообщений, текстовой части. Конечно же, будем информировать и о аресте. То есть над текстом вначале еще поработаете, конечно, да? Там поработаем над текстом. Смайлики. Рассматриваем в том числе и когда будет судебный исполнитель принимать какие-то активные принудительные действия, информировать об этом должника, чтобы он был тоже уведомлен о совершаемом. Да, в принципе, наверное, в последние несколько лет органы принудительного исполнения активно вовлекают в информационные технологии. Конечно, в перспективе это создание электронного исполнительного производства. Так. То есть это тотальное сканирование исполнительных документов, формирование самих документов процессуально в электронном виде, создание электронных кабинетов. То есть, грубо говоря, ты можешь ознакомиться с материалами дела и так далее, даже не выходя из дома, да? Просто получила доступ. То есть это, опять же, открытость работы судебного исполнителя, получение информации самим должником, сторонами исполнительного производства, взыскателем.
третьими лицами и так далее. Интересно. Скоро А судья если по человек- скайпу будет выходить. Может быть такое. Ответчик, кстати. Скажите, а вот если человеку необходимо узнать, есть ли у него какие-то задолженности, может быть, существует какой-то запрос, который он может спокойно ввести у себя в Ну, телефоне? типа чтобы ему тоже звездочка, пришло? 100-502 решетка. Либо это нужно заходить уже на сайт и опять же все изучать? Именно сервис создан на портале Министерства юстиции, он называется «Реестр задолженности». Понятно. Там необходимый минимальный набор данных, это личный номер, в паспорте он обозначен у каждого гражданина Республики Беларусь, и заполнить еще и свою фамилию. Ну и Получаешь роскошно. информацию. Ну и Ну, роскошно. как варианты, еще рассматриваем создание мобильных приложений. Приложения будут. Да. Как Pokemon Go. Нужно будет найди должника. Ходишь так с телефоном по городу и На самом ищешь. деле очень хочется, чтобы ни у кого никаких задолженностей не было, никто Безусловно. ничего бы не делал такого. А если это приложение есть у тебя в телефоне, ты будешь на него постоянно смотреть и думать о том, что бы я сделал такого интересного, да? Мы будем думать о том, что у нас все развивается, в первую очередь об этом, и что намного удобнее стало жить. Правильно? Правильно. У нас сегодня в гостях были главный судебный исполнитель Республики Беларусь Дмитрий Коваленко и консультант Главного управления принудительного исполнения Юлиан Мисюкевич. Большое вам спасибо. Рассказали нам про технологии, друзья. Теперь все у вас есть, так сказать, под рукой.